Акырьяпсо хаважлар, хатырско хасасцры. Еха езгвахто, Апсны гынкарра жлар бжарапи азхацара амш, ацагдуд зазмол нуху. Нан хамза, ежифба, юнизки аабат ишукса, Апсны жлар, шишуксала изейгугваз, ргохты, анынагдзахаз ямшны, фенкара атауруха янылейд. Урыстылыты федерация анапхгара, агвахираду, арпшны, иқанацаз ашача, ябзоураны, фархаца разгым хажлар яргаз, Апсны ахепшимра, официалла, жларбжарапи азхацара аюид. И Марьям истариамш назгаз амюа, айбашраду агны аяйра агара халшейд. Уяштехге, хапха иштан, ашыпс хентаква, амамзара, аблакада ухагыр, мукмабара хахганы, яха хажлар, яхзаргаз, ихепшим, зхы яквиту хынкарра, эйкурханы, уй ашикургора амю ханулейд. Уважаемые граждане Абхазии, дорогие соотечественники, уважаемые гости, сегодня мы отмечаем важнейший праздник – День международного признания Республики Абхазия. 10 лет назад, 26 августа 2008 года, указами президента России Дмитрия Медведева Республика Абхазия и Республика Южная Осетия были признаны в качестве суверенных и независимых государств. Непростое, мужественное, но главное, справедливое решение российского руководства было основано на нормах международного права и продиктовано логикой политического развития наших государств, складывавшейся военной, политической, геополитической обстановкой в Закавказском регионе и задачами физического сохранения наших народов. Мы долго и упорно шли к признанию. Даже в самые сложные времена, когда страна, победившая в кровопролитной войне, находилась в разрухе и блокаде, и мы с трудом выживали физически, ни у кого не вызывал сомнений избранный курс на строительство суверенного и независимого государства. Народы и руководство страны были едины в ясном понимании ключевой значимости поставленных политических целей. Каждый день, прожитый нами, каждое дело, сделанное нами, так или иначе приближает нас ко дню признания, говорил основоположник абхазского государства Владислав Ардзинба, который уже в 90-е годы предвидел неизбежность признания Российской Федерации Республики Абхазия. Большая заслуга в деле достижения признания и восстановления территориальной целостности Абхазии принадлежит второму президенту Республики Абхазия Сергею Васильевичу Багапш. В судьбоносный период нашей истории им был принят ряд важных и непростых решений во благо народа и государства. Признание Российской Федерации повлекло за собой аналогичные акты со стороны Венесуэлы, Никарагуа и других стран. Абхазия стремится к дальнейшему развитию и укреплению отношений с этими государствами, готова к конкретным шагам в данном направлении. Международное признание определило качественно новый этап в развитии нашей страны. Абхазия значительно преобразилась, были кардинально решены вопросы безопасности, произошли заметные изменения в сфере экономического и социального развития, улучшилась ситуация в области образования, здравоохранения и культуры, существенно укрепилось законодательство, реализованы крупные инфраструктурные проекты. В первую очередь стала активно развиваться договорно-правовая база абхазо-российских межгосударственных отношений. Помимо двух основополагающих рамочных договоров подписано 17 межгосударственных, 41 межправительственное, 31 межведомственное соглашение и 43 соглашений с субъектами России. Всего более 130 договоров, которые регулируют наши взаимоотношения и сотрудничество в различных сферах. После вступления в силу в 2015 году договора о союзничестве и стратегическом партнерстве отношения Абхазии и России вышли на новый уровень. Мы совершили настоящий рывок в развитии сотрудничества в сфере обороны и безопасности, правоохранительной деятельности, здравоохранения и гуманитарного развития. И сегодня нам необходимо максимально воспользоваться всем спектром возможностей, которые заключает в себе этот договор. За прошедшее десятилетие Россия оказала нам значительную финансовую помощь по линии содействия экономическому развитию, путем прямых бюджетных инвестиций и финансирования пенсий.
Общий объем этой финансовой помощи без учета пенсионных выплат за 10 лет превысил 40 миллиардов рублей. В последние годы доля российского финансирования в государственном бюджете страны постепенно снижается, что в целом соответствует заявленным стратегическим целям обеспечения приемлемого уровня самофинансирования. При этом и сегодня, благодаря российской финансовой помощи, мы можем решать важнейшие социальные вопросы и задачи экономического и инфраструктурного развития. Несмотря на то, что процессу дальнейшего международного признания активно препятствует Грузия и ее западные партнеры, Абхазия предпринимает последовательные шаги, направленные на упрочение своего международно-правового статуса. В результате этой работы при союзнической поддержке Российской Федерации в нынешнем году Республику Абхазия официально признала Сирийская Арабская Республика. Столь значительный международный прорыв создает новые возможности для взаимодействия Абхазии с внешним миром. В скором времени состоится первый официальный визит делегации Абхазии в Сирию. Запланированы переговоры на высшем уровне с подписанием двухсторонних документов. Сегодня нам необходимо, пользуясь поддержкой Российской Федерации, в том числе в рамках механизмов скоординированной внешней политики, продолжить усилия по укреплению международных позиций Абхазии. Нужно взаимодействовать на разных уровнях – межпарламентском, общественном, экономическом, гуманитарном, искать возможности присутствия в различных форматах на международных площадках. Абхазия должна подключаться к интеграционным объединениям, созданным при содействии России. Широкое международное признание – длительный и сложный процесс, но мы обязательно добьемся поставленных целей. Желаю вам, дорогие соотечественники, мирного неба над головой, благополучия, счастья и добра. Выражаю сердечную признательность дорогим гостям, приехавшим к нам, чтобы поздравить народ Абхазии с этой знаменательной датой. Сарайздырует, яхеге хамчко, халшарако и бытан, хчапхе и кгулу, авадавирако рияйра шалшо, хатырску хаважилар, пейвш бзия хюмазай, абзирако хюбзай, щардамта абсынрам. Уважаемый президент, дорогие друзья, коллеги, знаете, мы только что видели видео, а всего прошло 10 лет. Вы те люди, сидящие в этом зале, и весь народ вашей республики, которые сами пишете историю. Не ту историю, которую мы учили на уроках истории в школе, а реальную историю. И сегодня, даже за сегодняшний день, мы узнали столько фактов о 25-летней истории Абхазии, что сегодня понимаю, что все это сделано вашим мужеством, самоотверженностью, патриотизмом. Спасибо вам за это. Вы показываете нам действительно пример, а силу, я надеюсь, вам дает ваша верность в вашей стране, Абхазия. У меня сегодня почетная миссия зачитать обращение приветственный адрес президента России, его превосходительству господину президенту Республики Абхазия и всему народу в его лице. В 10-ю годовщину признания России независимости вашей страны хотел бы передать вам сердечный привет и самые добрые пожелания. За прошедшие десятилетия Абхазия прошла большой путь становления государственности. Значительные успехи достигнуты республикой в сфере социально-экономического развития. Хотел бы подтвердить, что Российская Федерация будет и впредь оказывать всемирное содействие правительству и народу Абхазии в решении задач государственного строительства, а также в обеспечении национальной безопасности. Искренне желаю вам крепкого здоровья и успехов, а всем вашим согражданам мира, благополучия и процветания. С уважением, Владимир Путин. Друзья, в этом зале присутствует российская делегация в лице наших коллег обеих палат парламента, Совета Федерации, Государственной Думы, представителей ведомств, министерств. Позвольте вам от всей нашей российской делегации высказать слова, наверное, признательности за то, что вы делаете, за то, что сохраняете свою республику, подтвердить то, что мы рядом. И действительно, когда сегодня ты слышишь совсем недавнюю историю, мирные жертвы среди мирного населения, геноцид, войска, немного мурашки по коже, но на самом деле вы делаете мужественное дело, вы защищаете свою страну. И позвольте от всех нас, от наших руководителей Валентины Ивановны Матвиенко и Вячеслава Викторовича Володина передать вам пожелания благополучия, главное,
мирного неба над головой, потому что вы, как никто, понимаете, насколько это важно. И мне очень бы хотелось, чтобы вы передали своим детям и внукам ту страну, за которую вы боретесь все эти 25 лет. За вас, за Республику Абхазия. Ура! Уважаемый господин президент, уважаемые гости, дорогие абхазские братья и сестры, позвольте зачитать поздравительный адрес президенту Республики Абхазия. Уважаемый Рауль Джункович, 26 августа 2008 года, один из судьбоносных дат в истории наших государств. Именно в этот день, 10 лет назад, учитывая свободное волеизъявление народов наших республик, руководством Российской Федерации было принято историческое решение о признании независимости наших государств. Нынешний юбилей является особенно значимым. С честью выстояв в тяжелых условиях, защитив свободу с оружием в руках, народ Республики Абхазия доказал жизнеспособность своей государственности, проявив несгибаемую волю и твердую веру в победу. Историческое признание суверенитета Абхазии со стороны России открыло новую страницу в истории Абсны и государственно-политических отношений между Россией, Абхазией и всем мировым сообществом. В этот знаменательный день желаю вам, уважаемый Рауль Джункович, и всем жителям Республики Абхазия мира, добра и благополучия. Президент Республики Южная Осетия Анатолий Ильич Бибилов. Пользуясь приятной возможностью, хочу вам пожелать, уважаемый Рауль Джункович, доброго здоровья, благополучия, а братскому абхазскому народу мира и процветания. Его превосходительству господину Раулю Хаджимбе, президенту Республики Абхазия. Уважаемый Рауль Джункович, от имени Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации и от себя лично поздравляю вас и всех граждан Республики Абхазия с Днем международного признания независимости Республики Абхазия. В России разделяют оценку этого события как точки отсчета становления государственности Республики Абхазия и нового этапа сотрудничества между нашими странами. Народы России и Абхазии связывают испытанные временем узы братской дружбы. Отношения между нашими государствами характеризуются взаимопониманием и близостью подходов ко многим актуальным проблемам международной политики. В Совете Федерации высоко ценят стремление Абхазии к расширению двустороннего взаимовыгодного сотрудничества, включая конструктивный межпарламентский диалог. Мы намерены и впредь углублять взаимодействие между законодательными органами двух государств. В этот знаменательный день от всей души желаю вам успехов в деятельности на ответственном государственном посту, а братскому абхазскому народу мира и процветания. Примите уверение в моем весьма высоком уважении. Председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Ивановна Матвиенко. Дорогие друзья, уважаемый Рауль Джункович, коллеги, позвольте от себя лично сказать несколько слов о событиях десятилетней давности. 10 лет назад, в возрасте 36 лет, будучи полковником, заместителем командира бригады специального назначения, я участвовал здесь, в этих событиях, будучи старшим группировки специальной разведки. Вот сегодня, вспоминая те события, мы уже залокировали, в какой опасности находилось государство Абхазия на тот период. Что значили те события для мирового сообщества, прежде всего для Объединенного Запада и для нас всех с вами. На фоне олимпийского процесса, когда молчат пушки, когда руководство всех стран находилось в Пекине, когда накануне 8 августа, 7 числа президент Грузии сделал заявление, что никаких обстрелов Осетии не будет происходить, фактически был отдан приказ на уничтожение Осетии и Абхазии. Я знаю, о чем говорю, мы потом уже выполняем боевые задачи на территории Грузии, добыли документы, оперативные планы грузинского генерального штаба. Вот то, что касалось Абхазии, я расскажу. Фактически, начиная от реки Ингур, на период водосброса были отмечены все обходы, броды,
На побережье были отмечены все артиллерийские корабельные установки, которые стояли, все зенитные средства, зарытые танки, БМП, было учтено все. О чем это говорит? Это говорит о том, что Запад силами космической разведки, специальной разведки именно Запада, при технических средствах из Израиля и так далее, вели широчайшую разведку и вели подготовку к тому, чтобы в течение 2 суток закрыть Рокский проход на осетинском направлении, дойти до реки Псоу на абхазском направлении и фактически, развязав геноцид, добиться своих страшнейших бесчеловечных планов. Саакашвили до сих пор не ответил ни за кровь русских солдат, ни за кровь осетинских жителей, ни за горе и страдания многих жителей Абхазии, которые были вынуждены бросить свои дома и в спешном порядке эвакуировать отсюда детей и стариков. Я хочу сказать огромные слова благодарности ополчению Абхазии. Мы работали вместе и по Кадорскому ущелью, когда после нанесения авиаударов по левому Генцвишу, по Ажаре, когда абхазские войска начали втягиваться в ущелье, грузины вместе со сванами все побросали, через Нахар ушли в Сванетию. Я вспомню тот момент, когда мы разгружались на Дранде, как глава Гульрыбского района Михаил Лога нас встречал, размещал, Черноморэнерго подключал, чтобы дать нам все, чтобы мы в кратчайшие сроки могли начать работать. Сегодня среди депутатов присутствуют люди, с которыми мы вместе работали по оперативным и боевым задачам. Отряд Рауля Лола работал вместе с нами, и мы хорошо, прекрасно видели и подготовку, и оснащение. Мы видели, как жители Абхазии вот здесь, в Сухуме, пытались накормить, напоить наших солдат, отдавая, вот как в годы Великой Отечественной войны, все. И вот именно эта обстановка 26 числа поразила до слез. Я вернулся с операции поздно ночью с 25 на 26 августа. На Дранде в бронепоезде проснулся от стрельбы. В Дранде стрельба аж из гранатомета. Люди, я говорю, что случилось? Выскочили из эшелонов, начали готовиться к чему-то. Говорят, Россия признала Абхазию. Когда здесь у здания Совмина шли танцы, стрельба в воздух, всенародное ликование, вот это был действительно настоящий человеческий праздник. И я сегодня горд, что мне сегодня выпала честь от лица моих коллег по поручению Валентины Ивановны еще раз вас поздравить с этим праздником, практически вторым Днем Победы. Аяйра Амш!